Здравствуйте, уважаемые педагоги. Я Варникова Алена, ученица 10 школы 10 Б класса. Еще с начальной школы я активно участвую в классной и школьной жизни. С 2022 года была избрана председателем Совета старшеклассников и лидером ученического самоуправления. При организации любой работы и всегда есть и положительные, и отрицательные стороны. Конечно, я столкнулась и с положительными, и с отрицательными. Конечно, положительных моментов больше. Самое главное, в нашей школе нам действительно дают самостоятельно реализовываться. И огромное количество мероприятий, которые проводятся в нашей школе, организованы силами активистов. Следующий момент — это возможность реализовывать свои идеи на практике. Мы не только занимаемся тем, что занесено в план работы школы, но и можем в любой момент выдвинуть предложение, например, о мероприятии или акции. И если это предложение соответствует нормам и есть возможность провести, то нам дают зеленый свет, то есть мы можем провести это мероприятие. Также большим положительным моментом я бы отметила то, что реализовывать себя в школе может каждый и абсолютно в любых направлениях. Например, многие ребята состоят в волонтерском отряде и в совете активистов в РДШ. И в школьном пресс-центре есть те, кто удачно совмещает организацию и подготовку мероприятий с дискуссионным клубом. И даже внутри объединений и советов каждый может попробовать себя в различных ролях и должностях. Не все, конечно, способны справиться с многозадачностью, но зато каждый может попробовать себя, попробовать все и выбрать только то, что ему действительно нужно и интересно. Особую роль в моей школьной жизни играют различные мероприятия. Подготовить их непросто. Моя задача как лидера — организовать активистов и правильно распределить обязанности. Как известно, количество мероприятий, которые школы обязаны провести за учебный год, очень много. Есть праздники, организации больших мероприятий, требующих длительной разработки. Мы используем скрам-технологию или систему наглядных сроков и действий. Для этого нужна доска, стикеры и лист формата А2, А1, маркеры. Расскажу на примере подготовки к мероприятию «Ночь в школе». Это досуговое мероприятие, целью которого является совместная досуговая деятельность учащихся и педагогов. В выходной день с 16 до 20:30 в школе организовываются 4 зоны отдыха: игротека, лаунж-зона, кинотеатр и квест. Например, в игротеке учителя и дети могут поиграть в настольные игры, попрыгать в классики или резиночки, поиграть в твистер, попытаться разбить пиньяту и так далее. В кинотеатре выбрать из жанровых залов любой и присоединиться к просмотру кинофильма или мультфильма. Зал комедий, зал мелодрам, зал мультфильмов и зал приключений. В лаунж-зоне любой желающий может посидеть в тихой обстановке, послушать тихую, спокойную музыку под гитару, порисовать, поразукрашивать, то есть просто отдохнуть. Ну, или можно пройти в квест-зону и пройти увлекательные задания на логику. Это мероприятие пользуется особой любовью всей школы. Но оно требует очень тщательной подготовки, поэтому на первом этапе мы создаем микрогруппы, которые будут отвечать за подготовку своей зоны. Все участники микрогруппы вписывают в таблицу свои имена. Также есть 3 колонки: «Надо», «Делать», «Готово». Колонки «Надо» и «Делать» разделены на 3 столбца, 3 недели. Колонка «Готово» делится на 2 этапа: проверка и завершение. Все свои задачи участники микрогрупп пишут на стикеры и прикрепляют к доске в графу «Надо» первой недели напротив фамилии того человека, который за эту задачу отвечает. Как только задача выполнена, стикер переносится на следующий этап. Постепенно все стикеры перемещаются в столбик завершения. Этот метод позволяет наглядно видеть, на каком этапе находится подготовка к мероприятию, и оценить работу каждого участника. Получается, что никто не перегружен многозадачностью, и каждый отвечает только за свою работу. Это, поверьте, очень облегчает этап подготовки. Так мы готовим все большие мероприятия, праздники, концерты и проекты. Конечно, у нас есть и проблемы. Так, например, после пандемии очень многие дети расслабились и отвыкли от больших мероприятий, и их очень сложно раскачать и привлечь. Есть педагоги, которые пассивно или даже с негативом относятся к школьному самоуправлению, считая, что важна только учеба. Мы с этим не согласны, потому что учеба учебой, но личностное развитие тоже важно, если даже сказать наиболее важно. Но главное, что активных и понимающих педагогов все-таки больше. Еще один минус – большая, просто колоссальная нагрузка в учебе. По 7-8 уроков в день, плюс репетиторы, какие-то секции, кружки. Мы устаем, и у некоторых просто опускаются руки.
На самом деле сейчас, именно сейчас, когда мы только просыпаемся после пандемии и онлайн-систем в реальную жизнь, очень сложно сразу же и быстро выйти в прежний темп. Но мы стараемся, чтобы уровень самоуправления в нашей школе рос и приносил только удовольствие всем участникам активной жизни нашей школы. Спасибо.